Новогодние праздники давно позади, а значит, настала пора прощаться с самым стойким символом Нового года – елкой. Да, поначалу мы наряжаем ее всей семьей, но позже все они, как правило, оказываются на мусорной площадке. По-моему, это несправедливо, ведь елка – это не мусор, а значит, место ей не на свалке, а на переработке, как минимум для производства опилок. Вот, кстати, один из уфимских пунктов приема зеленых красавиц на Ленина 87. Сейчас сюда люди приносят елки со всей округи, а позже все они окажутся на деревообрабатывающем заводе. Но если задуматься, такого отношения к себе заслуживают и другие материалы. Стекло, бумага, пластик. Вот, как видно, для них установили даже специальные контейнеры. Раздельный сбор мусора. Тема этого выпуска программы «Генеральная уборка». Меня зовут Эмиль Тимашев. Поехали. Российской мусорной реформе официально исполнилось 2 года. За это время в каждом регионе страны были составлены свои программы по обращению с отходами, в том числе проект по раздельному сбору мусора. Конкретно в Башкирии на данный момент охвачена лишь треть всего населения. В городах и районах республики установлены специальные контейнеры и налажена система сортировки отходов. Это Уфимский мусоросортировочный комплекс. Прежде чем твердокоммунальные отходы отвезут на свалку, их сначала перебирают вручную, отделяя пластик, бумагу и стекло. Все происходит на конвейерной ленте, где сортируют десятки тонн отходов, в том числе материалы из специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. Их тоже нужно сортировать, так как внутри может оказаться, все что угодно. А вот так выглядит картина в общем, когда жители города-миллионника случайно или специально в контейнер для раздельного сбора мусора выкидывают что-то еще, кроме пластиковых бутылок. А именно, практически все, что угодно. Здесь можно встретить любые материалы, начиная от металла, бумаги и других отходов. И эта проблема, можно сказать, одна из самых острых в схеме раздельного сбора мусора. Делить свои отходы на разные фракции пока соглашаются не все потребители. Однако при правильной сортировке переработка будет значительно эффективнее. Ситуация такая, что на конвейерную линию попадает обыкновенный бытовой мусор. Если у нас будет поступать сюда раздельный сбор, и население будет у нас правильно сортировать его, то процент переработки увеличится до 50-70%. Это значит, что перерабатывать отходы можно будет в разы больше. Кстати, после того, как их отсортировали и обработали, то этот мусор уже считается вторсырьем, которое можно использовать в производстве новых изделий. Нужно только правильно упаковать. В данном случае отправить под пресс. Делают это здесь же, на предприятии. А сейчас мы находимся на складе готовой продукции. Здесь мы можем увидеть коричневый пластик, бело-голубой пластик, продукты химии. Дальше у нас здесь бумага и картон. И именно вот эти вот материалы, продукты переработки, мы уже отправляем их потребителям. Это в данном случае картон и бумага идет на Туймазинский картонно-бумажный комбинат. Пластик перерабатывается во флекс, и во всю эту продукцию вдыхается вторая жизнь. Но как бы то ни было, проект по раздельному сбору мусора еще отлаживает свою работу. В городах и районах республики продолжают устанавливать отдельные контейнеры, возводить сортировочные пункты. Сделать нужно еще очень много, но эффект от этого в первую очередь должно ощутить на себе население республики. Не секрет, появляются не только в городах, но и в районных центрах и в муниципальных образованиях контейнеры для раздельного сбора. Конечно, в настоящий момент это преимущественно сетки для ПЭТ-бутылок, но после того, как у нас появятся сетки для ПЭТ-бутылок, безусловно, будет разделение на отходы мокрые и отходы сухие. В перспективе, конечно, в муниципалитетах могут быть разные программы. Где-то можно определить по фракциям, где-то можно пойти по пути сухого или так называемой дуальной системы, сухого-мокрого сбора. При этом, конечно, система раздельного сбора в конечном счете должна привести к тому, что жители должны платить меньше. Кстати, отдельного внимания заслуживают отработанные ртутные лампы и батарейки, которые относятся ко 2-му классу опасности. Для примера, всего одна аккумуляторная пальчиковая батарейка способна отравить
400 литров воды. Поэтому эти материалы не относятся к твердокоммунальным отходам и должны утилизироваться специальным образом. Однако в Башкирии пока нет предприятий, которые могли бы это сделать. Впрочем, решение есть. Безусловным лидером в регионе по раздельному сбору мусора признан город Октябрьский, который по рейтингам международных экологических агентств входит в 5 лучших городов в этом классе. Здесь население практически полностью обеспечено контейнерами для раздельного сбора мусора. В том числе в городе работают специальные пункты приема вторичного сырья. К слову, такие пункты в городе пользуются особой популярностью. Люди приносят вторсырье отовсюду, и за пару дней такой вагончик заполнен практически полностью. Это вот за целый день я столько собираю. Еще увезли. Далее собранное со всего города вторсырье направляется на предприятие по утилизации отходов. Здесь собирают практически все. Макулатуру, пластик, стекло, батарейки, отработанную бытовую технику и автомобильные покрышки. Они 4 класса опасности, это уже говорит о том, что они наносят вред и окружающей среде, и людям. Поэтому они подлежат обязательной утилизации. Наверное, в год около 100-150 тонн нам сдают предприятия, находящиеся вот в нашем городе, в каких-то ближайших городах, поселках. 150 тонн в год у вас Да, здесь хранится? да. Это много или мало? Ну, я думаю, если посчитать весь легковой транспорт, а он у нас преобладает, то эта цифра должна быть в раз в 5, наверное, больше, я думаю. Впрочем, не все так просто. К примеру, чтобы утилизировать аккумуляторные батарейки, их надо отвезти на специальное предприятие в Челябинской области, а это требует определенных затрат. То есть так просто собрать батарейки и отвезти их на пункт приема нельзя. Везти груз придется за свой счет, однако такие индивидуальные предприятия помогают в решении проблем, связанных с раздельным сбором мусора. Решение проблемы действительно формируется, исходя в первую очередь из формирования качественной инфраструктуры. Это контейнерные площадки для раздельного сбора. Второе – это выращивание, если хотите, или формирование предпринимательского сообщества, которое действительно занимается сбором и переработкой вторичного сырья. Это не обязательно региональные операторы. У нас масса примеров, когда в муниципальных образованиях индивидуальные предприниматели, неравнодушные люди занимаются сбором и переработкой вторичных материальных ресурсов, либо просто сбором и дальше уже направлением на крупные мусороперерабатывающие предприятия, перерабатывающие комплексы. На сегодняшний день в Республике Башкортостан уже есть предприятия, которые перерабатывают и пластиковые отходы, и стекло, и бумагу, и картон. В будущем их количество и направление деятельности будут только расширяться. Так что раздельный сбор мусора в домах и квартирах уже сегодня не пустое занятие, а вполне перспективное и выгодное направление. Еще немаловажным фактом является это все-таки просветительская работа. Безусловно, необходимо объяснять жителям и проводить постоянную информационную работу в части того, что действительно жители смогут сэкономить, насколько это удобно разделять отходы и насколько это все-таки экономически выгодно. Кстати, региональный оператор и предприятия по утилизации отходов работают сообща. На Октябрьском мусоросортировочном комплексе прямо на конвейерной ленте производится отбор батареек и других вредных отходов. Все, что удается собрать, тут же отправляется на предприятие по утилизации. Вредные отходы, к сожалению, продолжают попадаться в общей массе ТКО, которые мы вывозим на сортировочную линию. И вредные отходы – это градусники, ртутные лампы, батарейки. Все мы собираем и сдаем потом для дальнейшей правильной утилизации, потому что все это причиняет очень сильный вред окружающей среде. Что касается пластика, стекла и бумаги, то эти материалы также направляются на переработку. Ведь при правильном подходе к процессу раздельного сбора мусора, то существенно сокращается территория свалок и полигонов твердобытовых отходов. Кроме того, будут устранены материалы, несущие опасность для животных и загрязняющие воздух, воду и почву. А это немаловажный фактор. Нельзя сказать, что Бураевский район в числе лидеров по раздельному сбору мусора, но явно на верном пути.
Это небольшое предприятие, созданное на месте бывшего хранилища, собирает макулатуру не только со своего, но и с соседнего района. Это пункт по приему вторсырья, то есть мы собираем здесь картон, полиэтилен, в общем вторсырье. Картон мы сдаем в Приморзинский бумажный комбинат, полиэтилен по всей Башкирии разным переработчикам. Здесь у нас находится стрейч-пленка, здесь ПВД, полиэтилен высокого давления и ПВД термоусадка. Все это перерабатывается и дается вторая жизнь. Ветхий ангар вмещает сотни спрессованных тюков бумаги и картона. Кстати, техника тоже не новая, но вполне рабочая. По крайней мере, с теми объемами, которые есть сейчас, она справляется. К примеру, сейчас сотрудники предприятия собираются за очередной партией материалов. Пункт назначения сегодня один, но зато очень важный. Детский дом деревни Шабаева. Делить мусор на разные фракции здесь дело привычное. Машина приезжает раз в 2 недели, поэтому есть даже свои специальные контейнеры. Но самое главное, что воспитанники понимают, зачем это нужно и какая от этого польза. А значит, программа раздельного мусора точно работает, пусть пока еще и не на полную мощность. Тем временем жители республики продолжают сообщать о проблемах, связанных с раздельным сбором мусора. Система инцидент-менеджмент отслеживает каждое обращение, которое пользователи оставляют в социальных сетях. В 2020 году от жителей стало больше обращений с просьбой установить контейнеры для раздельного сбора мусора. То есть жители теперь уже заинтересованы в раздельной рассортировке мусора. Житель Кировского района города Уфы по улице Менделеева 120-122 обратился с такой проблемой, что контейнеры для раздельного сбора мусора переполняются. По информации муниципалитета, вывоз там по графику 2 раза в неделю. Выяснилось, что в контейнеры для раздельного сбора мусора выбрасываются также посторонние отходы. Подборка наиболее злободневных обращений регулярно озвучивается на заседании по решению проблем в коммунальной сфере. Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, можно сказать, лично разбирает каждый случай. Что касается раздельного сбора мусора, я убежден, что для раздельного сбора мусора контейнера тоже должны стоять рядом с теми контейнерными площадками, где сейчас стоят обычные контейнера. Потому что я думаю, что это люди должны подходить в одно место, привыкнуть, что это есть площадка, и там все должно находиться. Проблему не просто обсуждают, а совместными усилиями стараются найти решение. На заседании присутствуют представители министерств, ведомств, региональные операторы и все главы районов республики. При изучении темы вопрос может коснуться каждого. Всего за 1 час, пока идет заседание, спикеры успевают обсудить несколько таких проблем и найти их решение, что называется, на месте. Таким образом, шаг за шагом отлаживая всю систему в целом. Вот еще несколько любопытных фактов о раздельном сборе мусора. Например, стекло разлагается больше 1000 лет, а перерабатывать его можно практически бесконечно. Алюминиевая банка, отправленная на переработку, возвращается на прилавок магазина спустя 60 дней. А 1 тонна переработанной бумаги или картона сохраняет практически 17 деревьев. По-моему, хороший повод, чтобы задуматься о раздельном сборе мусора. На этом у меня все. Это была программа «Генеральная уборка». Берегите себя и своих близких. До встречи.